Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. В эфире передача «Спортивный клуб». Меня зовут Бекхан Магомадов. Сегодня в такой очень приятной обстановке с нашими вольниками мы говорим про вольную борьбу, собственно, про последние старты и про будущие планы. И хочется в первую очередь представить тренера Ибрагима Хамзаева. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ибрагим, вопрос, наверное, к тебе. Пожалуйста, в первую очередь представь наших воспитанников, борцов. Только что прошла тренировка, мы все сели и в такой приятной обстановке сидим, в принципе. Вот справа от меня сидит Нухаев Шаман. Он серебряный призер первенства России до 21 года. То есть в этом году он имел право представлять сборную Россию на первенстве Европы. И Архиев Адам, как бы в прошлом победитель первенства Европы по юношам, 2 раза он выигрывал. И в этом году по молодежи он стал бронзовым призером. Ну, достойные, на самом деле, ребята, достойные. Как прошла, кстати, тренировка, Шаман? Тренировка прошла отлично, полностью выложились, все нормально прошло. Адам, а в такое время, понятно, аномальная жара, невозможно просто даже дышать. Как тренировка проводится вообще? Как она ощущается? Ну, ко всему привыкаешь постепенно. Вот, тренер подводит каждой тренировке, постепенно подводит нас. Не загружает, не перегружает. Тренироваться сложнее зимой, когда прям такой лютые холодные дни, либо в такие жаркие? Когда не настраиваешься, тяжело тренироваться. А так, погода без разницы. Погода не имеет значения. Ибрагим, вопрос такой. Последние соревнования, последние старты, они выдались удачные на самом деле. И результаты такие, о которых мы ранее не слышали. Расскажи, пожалуйста, про первенство, во-первых, первенство мира, которое последнее, и каких результатов мы добились. У нас давно таких результатов не было. Этот год получился очень урожайным. Ребята очень хорошо трудились, работали. И утром, и вечером тренировались. И результат налицо. Вот в Стамбуле с 3 по 6 августа проходил первенство мира до 18 лет. Там 2 представителя нашей республики, воспитанники. Это Индирбаев Осман, 51 килограмм, и Берсанукаев Ясин. Это в составе сборной России? В составе сборной России, да. Нас 2 года как бы никуда не выпускали за пределы. Ну, имеется в виду, мы не выступали на международных стартах. Да. И они как бы первый их выезд, за границу я имею в виду, там они представляли сборную Россию и выступили достойно. Главное, завоевали медали бронзовые. Оба стали бронзовыми призерами. Чуть-чуть не хватило. Вот международного опыта не хватило. Ты выезжал с ними, кстати? Да, я с ними выезжал, как бы личный тренер. Тоже они вызывают, когда на первенство мира или Европы, когда ребята выезжают. Насколько, понятное дело, что как бы такой долгий перерыв и международные старты, они дело ответственное, естественно. И как ребята именно психологически к данному вопросу подошли? Психологически вроде бы они были готовы, просто они еще не осознавали, что это первенство мира, и раз нас пустили на первенство мира, все так внезапно получилось. В принципе, отборолись они хорошо. Просто чуть-чуть установку, которую мы им давали перед схватками, вот они не дотерпели, можно сказать. Вот нужно научиться, то есть нужно учиться терпеть и слушаться, вот когда им дают задание, чтобы они слышали тренера и выполняли установку, которую им дают. Как говорится, всему свое время. Сколько им лет сейчас? 16-17 лет. 16-17. Самое время выступать. Да. Так, в августе получается. Это в августе в Стамбуле, да? 2 представителя нашей республики. Потом с 14 по 16 июля, да,
Капашвари проходил тоже первенство Европы среди школьников. Там тоже 5 мальчиков, представители нашей школы, которые у нас здесь, в Чеченской Республике, занимаются. Они стали победителями первенств России. Это Найбаров Ахмед, Салатаев Малик, Асмаев Байсангур, Джинаралиев Магомед и Альбеков Идрис. Они тоже очень хорошо выступили, 4 стали победителями первенств Европы. Джираналиеву чуть-чуть не хватило. Вот за выход в финал, там, можно сказать, его чуть зажали. Там они обоюдно вышли за ковер при счете 1-1. Они дали балл армянину. Со счетом 2-1 он проиграл за выход в финал. И за 3-е место с азербайджанцем тоже чуть не хватило. Очень тяжело бывает настраиваться за бронзовую награду, когда ты за выход в финал проигрываешь. Все равно нужно преодолевать вот этот барьер. Такой вопрос. Вот сейчас, если взять международные старты, предвзятое судейство встречается? Да, они все равно чуть-чуть есть, что не в Чувствуется, нашу да? пользу. Да, вот где можно не давать там оценку, то есть где равная, где-то вот все равно. Ну, для того, чтобы этого не было, нужно на ковре и судей, и всех их. Переигрывать. Адам, Переигрывать. мы правы, да? Ну, как вы настраиваетесь? Понятное дело, что тоже выступали на международных стартах. И какая установка для вас? Вопрос обоим. Мне пока не приходилось Вот ты же не... Да. Но в России же выступал все равно. выступал, но так как проблемы были с выездом, из-за этого Да. нам выехать. Но настраиваемся так, чтобы выйти в финал сперва. Думаем в наших тренировках о труде, который мы выполняем. Каждый день трудимся в зале. И вспоминая это, мы настраиваемся на схватку. Вот так вот. Адам, как ты настраиваешься к досрочной победе на протяжении всего, скажем так, всего пути на соревнованиях? Либо там пытаешься сохранить силы и вот так вот их распределить по сетке? Всегда хочется выиграть досрочно. Но уже чем старше ты становишься, тем сложнее соперники бывают. На все схватки выходишь настроенный, надо выиграть по-любому. Где-то, может, не получится. Ну, где не доработали, надо работать, как говорится. Вот тренер всегда установку дает, как на последнюю схватку выходим, как на финальную, на все схватки настраиваемся. Разницы нету, Европа это или Россия. На все соревнования одинаково настраиваемся. Вот конкуренция, все-таки интересно, конкуренция в Европе сильна, либо в России? На каждом турнире, по-любому, слабых соперников не бывает. 1-2, может, на России где-то сложнее бывает, на Европе где-то проще, а потом на мир едешь, там еще сложнее бывает. Ну, смотря кто попадается, да? Да. Ну, это вопрос к тому, насколько уровень борьбы в России сейчас высокий. Ну, мы понимаем, что он высокий, естественно, мы понимаем. Но что меняется? Вот спорт, он же меняется постоянно, Ибрагим, я прав? Конечно, и правила меняются. Мы как бы под эти правила должны работать, выполнять ту работу, которая нам требуется вот, для победы. Вот я всегда привожу слова вот, своим ученикам. Вот наш легендарный борец Бувайсар Сайтиев, 3-кратный олимпийский чемпион. Вот эти ребята не должны искать оправданий там, в тренере, в суде и так далее. Они должны выходить, выигрывать и с хорошим преимуществом, чтобы тебя не зажимали. Да. А для того, чтобы тебя не зажимали, на ковре нужно выкладываться полностью, нужно себя отдавать. Да. Подстраиваться под... Выползать из зала, то есть вышел, отработал те 2-3 часа, выложился, отдал все силы, оставил здесь в зале. И рано или поздно твой труд даст результат. Кстати, для понимания, скажем, нашим телезрителям, друзья, мы находимся в Республиканской спортивной школе имени нашего знаменитого
тренера Деги Багаева. Во-первых, современное такое здание, да, где есть практически все условия. Все сделали здесь для нас. Прекрасный зал. Построили хорошую гостиницу на 50 человек. Сделали хорошую площадку футбольную. То есть шаг, вот 1-2 шага сделал, все рядом. У нас таких условий не было. Да. Нам с разных сел приходилось сюда ездить. Тогда и машин не было. Мы то на автобусах, то попутчикам вот так добирались. А обратной дороге мы даже не думали. Главное, чтобы сюда доехать, потренироваться и потом домой. Сейчас все есть, все условия есть. Главное, чтобы эти ребята были чуть трудолюбивые. Сейчас сытые, можно сказать. Да, сейчас многие. сытые. Вот голодных мало. В этом, наверное, чуть-чуть и проблема есть, да? Когда у тебя все есть, ты расслабляешься. Я прав? Но на самом деле нам результаты нужны, Ибрахим, естественно. И особенно в вольной борьбе мы все прекрасно понимаем, что это не только на Кавказе, но и во всей России очень такое значимая федерация, значимый вид спорта. Мы любим вольную борьбу, естественно. И хочется, чтобы наши воспитанники, наши спортсмены показывали результаты. Не только в России, но и, естественно, на международных стартах. Радовались своих родных. И самое главное, это самый сильный наш болельщик, номер 1, Рамзан Ахматович, который болеет за всех ребят, переживает. И хочется, чтобы вот эти ребята достойно представляли нашу республику и, конечно, в целом Россию. Ибрахим, мы упомянули 2 старта, но были же еще первенства, по-моему. Да, еще один старт был в Албании, тоже проходило первенство Европы. Там тоже 2 воспитанника нашей школы. Это Бачаров Магомед Эми и Нухаев Ихсан. Должны были за медали цепляться. Но с судейством чуть не повезло. Это был наш первый выезд, вообще мой первый выезд. Там судейство тоже совсем чуть другое, и борьба тоже чуть другая. Вот они чисто тактически, вот, можно сказать, тактически переиграли, плюс еще судьи чуть помогли им. Они оба как заняли 5-е место, Нухаев Ихсан, и Бачаров Магомед Эми 7-е место. Вот, не хватило им зацепиться за медали. Ну, надеемся в будущем, что они покажут хорошие результаты. Ребята все одаренные, трудолюбивые, это самое главное. И сейчас, наверное, вы в курсе, в Иордании проходит первенство мира. Там тоже представитель нашей школы, житель города Аргун, Байтукаев Магомед, занял бронзовое место. Да, тоже отличный результат. Хороший результат. Ну, конечно, мы надеялись на золотую медаль. Он 2 года назад тоже выигрывал первенство мира среди кадетов. Он уже как выезжал как за границу несколько раз. У него уже опыт есть. Еще один тоже воспитанник нашей школы, можно сказать, но его 4 года назад передали в Ирбайхановскую школу. Ахматов Саид Ахмед, тоже в составе сборной команды России, стал серебряным призером. В финале проиграл иранцу. А ребята уже радуют и по молодежи, и по старшим, и по младшим. Если вот этот костяк удастся сохранить, мы надеемся, что и в будущем среди взрослых они покажут хороший результат. Да, ребята обязательно. Талантливые, хорошие ребята. Ну, у нас появляются действительно новые имена, появляются очень талантливые борцы, что самое важное, техничные. Вот мы любим, да, технику в борьбе, не только силу, не только упорство, но нам нравится техника. Адам, вот ты тоже по-любому следишь за первенством мира, за чемпионатом. Но хочется спросить, вот такие, самая такая сильная сборная, на твой взгляд, интересно же узнать. Сильная сборная, помимо нашей, имеется в виду? Давай помимо нашей. С кем мы конкурируем на международном уровне? Есть 2 сборные, которые вот выступили хорошо. Это иранская сборная и США. Ну, традиционно, признаемся, Плюс Индия тоже подтягивается. Тоже
вчера один выиграл золотую медаль, индус. Какие у вас предстоящие старты? Расскажите, пожалуйста. Предстоящий старт – это первенство России до 23 лет, который будет проводиться в Наро-Фоминске. К нему мы готовимся сейчас. В каких числах, в каком месяце будут? В 14 сентября. Уже сентября, это уже близко. Этап тренировки, что меняется ближе вот к таким вот важным стартам? Ну, ближе к соревнованиям мы больше работаем над техникой, над отработками, так как мы уже приближаемся к соревновательному этапу. Меньше физических нагрузок, больше внимания к приемам и технике. Адам, ты тоже там будешь выступать? Да, В какой весовой категории? 65 килограмм. 65 килограмм. Вот в эти скажем так, соревновательные недели, что для тебя меняется? Может, какие-то там индивидуальные какой-то к чему-то подход? Расскажи, пожалуйста. Вроде ничего не меняется, просто тренировки идут на спад, ну, приближается соревновательный период. Легкие тренировки бывают, час-полтора максимум. Сейчас тренера спросим. Что, Ибрahim, самое важное, когда подходишь к стартам для борцов? Главное их не перегрузить, лучше не дотренировать, чем их перетренировать. Когда 2 недели остается, мы больше уделяем внимание учебно-тренировочным схваткам. Мы поэтапно подводим этих ребят, чтобы ближе вот к соревнованиям, чтобы они хорошо чувствовали себя, не уставали и выкладывались на ковре. Больше уделяем учебно-тренировочным схваткам. Конкуренция сборной России, конкуренция у нас в России. Какие команды самые сильные? Конечно, на первом месте Дагестан, там и занимающихся у них очень много ребят. И там по-любому сильно выживает. И Осетия тоже очень хорошая борьба у них. Плюс Кабардино-Балкария. И мы, Чеченская республика. Основные регионы, можно сказать. Как вы считаете, вот если брать сборную России, на каком мы месте среди регионов? Ну, может быть, топ-5 точно. Ага, топ-5. Адам. Составишь такой лист, шорт-лист. Кто там? Сборная Дагестана, ну, много тренируешься, как сказал наш тренер. Там, не знаю, тройка, двойка. В тройку, да? В тройку входите. Ну, нужно подниматься. Да, скоро будет. Ну, это чувствуется на самом деле. И в других видах спорта, что наши ребята, особенно вот молодые ребята, они уже показывают себя очень хорошо на всех стартах. Мы понимаем, почему все это так происходит. У нас действительно очень хорошие условия. И я так думаю, ну, это такое мое личное мнение, лет через 5 уже в таких основных видах мы будем доминировать. По крайней мере, надеемся на это. Конечно, надеемся и работаем над этим. Все условия тоже создаются. Сейчас вот строится очень хороший спортивный зал, спортивное сооружение в микрорайоне. Там борцы будут и жить, и тренироваться. К 2024 году должны сдать. Вот. То, что нам не хватает, вот училище Олимпийского резерва, чтобы эти ребята, чтобы там жили, чтобы тренировались вместе, чтобы они в одном котле как бы варились. Когда конкуренция очень хорошая, они друг на друге растут. Выступая на, скажем так, на первенствах России, вот с кем вы чувствуете большую конкуренцию? Вот, с какими, ну, если есть такие имена, можно их называть, если есть регионы, вот, с кем сложнее всего? В моем весе это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Осетия. Вот. Традиционно Кавказ. Да. Адам? Каждый соперник по-своему, ну, если их имена называть, ну, долго будем здесь сидеть. На каждого соперника настраиваемся по-своему.
легких соперников на России не бывает. Интересно. Так, помимо предстоящего старта, есть какой-нибудь турнир, может быть, к которому вы готовитесь? Пока что ближайшее это первенство России. Первенство Уже России. Будем настраиваться на другие старты. Меня всегда интересует, помимо спорта, вот чем еще спортсмены увлечены, чем они занимаются. Расскажите, пожалуйста. Я думаю, и телезрителям тоже интересно будет. Хватает ли время на что-то другое? Ну, помимо спорта еще и учимся. Ага. У нас в Чеченском государственном университете я учусь имени Ахмата Хаджи Кадырова. Факультет? Факультет бизнес-информатики. О, нормально. Вообще другое направление, отличается от спорта. Вот помимо спорта учусь. На каком ты уже курсе? Второй уже перешел. Второй курс. Адам, чем ты порадуешь? Помимо спорта, изучаю Коран, Маша Аллах. сплю там в свободное время. И все, больше времени не бывает. Слушаешься тренера, да? Самое главное – это отдых. Бра, расскажи, пожалуйста, каким стартом готовятся сейчас спортсмены и чего нам ждать в ближайшее время, каких результатов? Как вот ребята сказали, первенство России, Наро-Фоминский до 23 лет. Там первые номера поедут на первенство мира, вторые номера поедут на первенство Европы. Мы надеемся на этих ребят, верим в них. Они прошли 3 тренировочных сбора, да, в составе сборной команды России. Очень хорошо потрудились в этом году. Вот важный старт, вот там уже нужно выстреливать. То есть мы наблюдаем на ковре, как они работают. Они не перегружены, хорошо вылаживаются. Самое главное. Вот. Без травм и без болезней, чтобы они хорошо подошли к этим стартам. Вот. Там надеемся хорошо выступить. В целом вся команда. В любом случае мы будем смотреть, болеть и ждать результатов. Что самое приятное, наши спортсмены, они не только хорошо себя показывают на спортивных площадках, аренах, но и пытаются развиваться и вне ковра, и это очень радует. Очень приятно беседовать, и хочется сказать следующее: дал эхту больше во всех начинаниях. Аминь. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. Смотрите передачу «Спортивный клуб» каждую неделю на канале ОНАХ. До свидания.